30 тысяч семей сегодня по городу Бишкек получили продуктовую помощь. С момента введения карантина помощь была оказана 75 тысячам семей. Среди них есть малообеспеченные семьи, состоящие на учете, разнорабочие и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Все они смогли получить помощь, обратившись в муниципалитет, в квартальный комитет или оставив электронную заявку на портале 1221. Подробности далее. Соцпакетте рожки, горох, 2 литр сумай. Модерде сгущенка бар экен. Здесь набор продуктов для жителей Первомайского района. В одном пакете содержатся продукты первой необходимости: сахар, растительное масло, рис и, конечно же, мука. Так, с раннего утра волонтеры собирают социальные пакеты. Работа здесь кипит. Нуждающих очень много людей. Первомайский район в достаточном количестве для людей приносит продукты питания. Я думаю, наверное, на этом не ограничимся. Будем помогать по мере возможности. Водитель Нарынбек также в числе волонтеров. Он каждый день на своей машине помогает ребятам развозить продукты. Расходы на бензин он оплачивает из своего кармана. Он рад быть полезен обществу в такие непростые дни. Я не прошу ГСМ для машины, мне ничего не нужно. Я хочу внести свой вклад в это непростое время. Я вижу, как работают волонтеры Первомайского района и мэрии города Бишкек. Они днем и ночью упаковывают и комплектуют пакеты. По маршруту в этом месте волонтеры грузят продукты, а в следующем – муку. На подмогу волонтерам пришли и служащие силовых структур. Только по Первомайскому району сегодня помощь получили 8 тысяч семей. Айгуль Чусубалиева – одна из тех, кто обратился за помощью. Наша героиня проживает здесь с 4 детьми. За жилплощадь в месяц она оплачивает 4000 сомов. В сложившейся ситуации она вынуждена сидеть дома. По профессии женщина-повар. Из-за ЧП ее работа приостановлена. Наша героиня благодарна за то, что правительство не оставило ее одну в этой непростой ситуации. Күйеуім Россияда квартирада тұрады. 4 балам бар там. Мы остались без работы. Муж в России. Я с 4 детьми дома. Я просила квартального мне помочь с продуктами. Таких жителей, как Айгуль, которые нуждаются в помощи, очень много. Среди таких граждан есть и не только малообеспеченные многодетные семьи, но и разнорабочие. Иштебей, все жақта иштебегендіктен ошондуктан кайрылып атканбыз. Жолдошум да иштебейт, өзүм да иштебейм, бала менен отурам үйдө. Шек алам. Үйдө эле отурабыз, ошо баланы карап эле. Ошондой адамдарга Алла ыраазы болсун, иншалла. Баарыңар кыздарга рахмат, чоң рахмат ушинтип бизге продукт алып келип бергениңиздерге. Ишиңиздерге ийгилик, Алла ыраазы болсун. Да, ещё я иштечүмүн. Жолдошум стройкада иштечү, жұмыс жок, бар. Сегодня по городу Бишкек помощь оказана 30 тысячам семей. С начала введения карантина порядка 75 тысяч семей получили продуктовую помощь. 9600 семьям была оказана помощь со стороны благотворительных фондов, а на средства, выделенные из бюджета города Бишкек, была оказана поддержка порядка 17 тысячам социально уязвимым семьям. 21 300 семьям продуктовую помощь оказали предприниматели. По прогнозам, за грядущие пару дней в общем количество граждан, получивших помощь, может достичь 80-90 тысяч семей. Списки нуждающихся граждан составляются при совместной работе с местным самоуправлением и квартальными, поскольку именно у них есть все необходимые данные. Как отметил руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулубаев, вся работа проводится открыто. Более подробную информацию можно найти на портале 1221. Список нуждающихся граждан обновляется ежедневно. Вот, к примеру, только утром по городу Бишкек 76 483 человека были занесены в этот список. 56 417 из них находятся на рассмотрении. 19 273 человека получили помощь. На сайте можно увидеть их адреса и даже паспортные данные. Мы надеемся, что благодаря цифровизации ни одна нуждающаяся семья не останется без внимания. У нас сейчас работают 4 оперативные группы. Наша работа находится под контролем.
Информация о продаже муки, предусмотренной для помощи нуждающимся гражданам на рынке Чинар, является недействительной. Это ложная информация, отмечают в муниципалитете. Первые 6 мешков муки, направленные со стороны правительства, мы загружали в Свердловском районе. Из-за дождя мы в срочном порядке были вынуждены спрятать мешки на рынке Чинар. Оставили мы их в 6 вечера, а в 9 утра следующего дня мы их уже раздали нуждающимся. Отмечу, что на мешках была надпись, что эта мука не продается. Вот какие-то лица вновь и вновь распространяют дезинформацию. Информация о том, что на рынке Азиз продавалась мука, выделенная из материального резерва, также не соответствует действительности. Как пояснил Балбак Тулубаев, там разгружали не муку, а сахар, предусмотренный для социальных пакетов. Для этих целей со стороны правительства было выделено 24 миллиона сомов. На эти средства были собраны социальные пакеты на 30 тысяч семей. Кроме этого, было выделено 300 тонн муки, 90 тонн сахара. Так, если это все делить на 30 тысяч семей, то каждой семье досталось по 10 килограммов муки и по 3 килограмма сахара. Каждый акимиат несет ответственность, чтобы вся выделенная гуманитарная помощь доходила до адресатов. А вот контейнер на рынке Азиз был установлен временно для хранения сахара. Мы выбрали именно это место, потому что данный рынок выделил данный контейнер Первомайскому району на безвозмездной основе. Так, по словам Тулубаева, каждая группа готова ответить за каждый килограмм сахара и муки. О противоправных действиях при раздаче гумпомощи населению речи быть не может. А вот со стороны получателей бывали случаи правонарушений. К примеру, недобросовестные граждане, у которых весьма хорошее материальное положение, также подавали заявки на получение помощи. Однако такие случаи фиксируются и не останутся без внимания. Я вот столкнулся со случаем, когда гумпомощь доставляли в дом, где проживали весьма состоятельные люди. Когда мы спросили, зачем же подавали заявку, то они отвечали, что лишь хотели проверить нашу работу, насколько мы окажемся оперативными. Был и другой случай. Один гражданин не раз обращался в различные инстанции за помощью, а когда мы наконец доставили ему соцпакет, он оказался в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что он продавал полученные продукты, чтобы купить себе спиртное. Раньше у нас в этом направлении были трудности, однако сегодня уже все систематизировано. Такие случаи отныне будут жестко пресекаться. Гораздо больше в нашем обществе добросовестных людей. Участники афганской войны и революции 7 апреля, проживающие в материальном достатке, вернули социальные пакеты, которые в последующем достались действительно нуждающимся семьям. 29-30 числа мэрия столицы планирует оказать помощь жителям жилмассива Акжар. Так, в ближайшие дни 31 800 семей получат помощь от государства. Юлия Ценко, Кундус Кадатаева, ЛТР Бишкек.